Здравствуйте, вы смотрите программу о лучшей футбольной команде на планете Земля. А лучше она, потому что наша. В эфире ФК Уфа, наша команда. И с вами Жанна Байрашева и Артем Кочешев. И сегодня гости нашей студии, директор школы ФК Уфа Вадим Ахметов и тренер команды Уфа-2000 Артем Башлыков. Здравствуйте. Здравствуйте, я рад вас приветствовать. Сегодня мы начинаем подводить определенные итоги года, и наша программа сегодня посвящена нашей футбольной школе. Но прежде всего я хочу спросить Артема, вы как-то загорели, по-моему, выглядите особенно свежим. Расскажите, почему? Сгорел, скорее всего, только вот все слезло. Ездили мы на международные детские игры в Австралию. Вот. Ездили не только футболисты, ездили легкоатлеты и спортивная гимнастика. Футболисты заняли 10-е место из 18 команд, а спортивная гимнастика вот нас вытащила, они заняли 8 медалей. Я так мечтала попасть в Австралию. Расскажите, как там? Ну, совершенно другая страна, совершенно другие люди. Мировоззрение, все другое. Какое мировоззрение? Вы разговариваете на иностранных языках, общались с этими людьми? Ну, общались, да, через переводчик. Вот, и обменялись. Добрее они, злее, какие они? Как бы вы их охарактеризовали? Потому что Австралия действительно такой материк, который находится совсем в другой точке земного шара, и до него добираться достаточно долгие перелеты, я так понимаю, и она уникальная, эта страна, сама по себе, и вообще в целом материк. Как бы вот эти кенгуру, пауки, реально они по городу бегают или нет? Ну, люди добрее, естественно, потому что жизнь у них совершенно другая. Солнце светит постоянно у нас, зима, там лето, круглый год, можно так сказать. Океан рядом, серфинг, акулы, как вы сказали, кенгуру, коалы, это фрукты. Я представила себе просто Австралию, сейчас это материк, где есть океан, солнце светит, аборигены бегают, как бы коалы периодически где-то переползают, прыгают кенгуру, и акулы едят людей. Вот да, так. Которые очень добрые, по крайней мере, добрее, чем в России. Да, но при этом люди добрые, едят фрукты и славненько, это так классно. Там же большой праздник был, то есть там съехались со всех концов всего земного шара, то есть они общались же не только с австралийцами, даже не столько с австралийцами, сколько эти греки, израильтяне. 42 города было. Представляете? То есть, США поэтому... 3 города, со всех, правильно сказали, со всего земного шара. То есть дети получили большую практику языковую. Владимир Ильич, я сейчас предлагаю послушать первое впечатление после возвращения из Австралии наших ребят. В аэропорту их встречала наш корреспондент Юлия Мулякова. Предлагаю посмотреть ее материал. Один из самых длительных перелетов в их жизни. 17 часов в самолете, 9 в зале ожидания. Уставшие, но счастливые уфимские спортсмены прилетели домой. Выходили с терминала налегке, а багаж с сувенирами и одеждой затерялся в дороге. Когда прилетели в Москву, все получили багаж. Когда перелетали в Уфу, все, багаж опять сдали. И тут не прилетел еще, не привезли. Сказали попозже. В целом Уфа третья в общем зачете международных игр в Австралии, и это высокий результат. Спортсмены из Канады так сдружились с подопечными Артема Башлыкова, что ребята обменялись толстовками и бейсболками. А значит, организаторам удалось воплотить девиз игр в жизнь, а именно вдохновить, достигнуть, объединить. Владимир Ильич, 10-е место, по-вашему, это успешный результат? Вроде цифра пугает, но на самом деле давайте, так сказать, сопоставим некоторые факты. Во-первых, ребята играли с командами на год старше. То есть все остальные были 99-го года рождения. Второе. Надо учесть то, что сколько часовых поясов пролетели наши ребята, то есть и пролетели, то есть там акклиматизация и так далее. Да? И турнир-то скоротечный. Только акклиматизация прошла, и уже нужно заканчивать. И несмотря на это, то есть половину матчей наши ребята выиграли, причем с такими хорошими счетами. Израильтян выиграли 9-1, 6-1 там у швейцарцев, 5-0 у местной команды. А впереди нас только оказались как раз уже будущие чемпионы, которым мы проиграли, вернее, команды поляки, половина которых играет в Германии, да? Значит, шотландцы, то есть представители британского футбола, и наши славяне, братья славяне-болгары.
четвертые стали китайцами. Но вот Артем, он может вам сказать, то есть вот в чем его, то есть что ему повезло, то есть он увидел разные стили футбола. Я его в свое время спрашивал. Вот он может вам рассказать, что такое британский футбол, что такое швейцарцы, как ведут себя тренеры и так далее. Это очень интересно. Артем, вы в Австралии общались со многими странами, с представителями многих стран. С кем-то из них подружились? И как ребята, ваши подопечные, проявляли себя тоже вот в общении совсем с другими людьми из других стран? Ну, дети сразу почему-то подружились с местными австралийками, с командой по футболу. С девушками? Да, с самого начала и до конца. Они даже форму потом поменялись в конце. Вот. С нами жили, мы жили в лагере, с нами жили японцы, США, болгары и Спарта. Греция, да. Хотел пообщаться с китайцами, но не получилось. Они, как и мы, английский не знают. Вот они Китай любит не знать английский язык. Сами по себе. То есть, удалось пообщаться с поляками. Вот, то есть, удалось... Оценили, кстати, нашу команду, да? Да, удалось пообщаться. То есть, 2 дня мы с ними общались. Удалось пообщаться с украинцами, удалось пообщаться с Екатеринбургом, они тоже там были. Тула должна была быть, не прилетели. Вот. Ну, соответственно, с местными удалось пообщаться. Вот. Так в чем все-таки разница между футбольными стилями вот, всех стран, о которых мы сегодня говорим? С языка снял. Европейцы играют с мячом. Ну, так же, как и мы стараемся привить игру с мячом. Кроме... Британцев? Ирландцев, да? Да. Вот расскажи про ирландцев. Кроме ирландцев. То есть я столкнулся с тем, что когда ирландцы начали выигрывать, то есть пошла очень грязная игра со стороны вплоть тренера, когда мяч уходит от их команды, тренер берет мяч в руки, наш игрок просит у него мяч, тренер ложит мяч перед собой, заставляя игрока нагнуться к его ногам. То есть это для меня, во-первых, дикость, во-вторых, это... А швейцарцы проигрывают? Швейцарцы, они даже в конце игры не пожали руки. Правда? То есть я не знаю, с чем это связано. Может, телевизор насмотрелись, может, еще что-то. Может, они сами. Владимир Юрьевич, а поможет ли такой международный опыт нашим ребятам в дальнейшем? Ну, конечно, безусловно. Какие могут быть даже сомнения? То есть это появляется уверенность в своих силах. То есть уже встречаясь с другими командами, может быть, кто-то уже шагнет дальше, в сборную, да? То есть вот этот комплекс, он уже у них пройден. Поэтому это очень полезно. И опять же, проверили свои силы. Как мы смотримся на мировом уже уровне, понимаете? Раз уж мы сегодня подводим итоги, то для начала, Артем, попросим вас рассказать, какими были они для ваших подопечных. Ну, сказать хорошими, ничего не сказать. Это мы сначала заняли первое место на Кубке РФС в нашем регионе. Потом мы поехали в город Сочи, где прошел финал. Честно говоря, скажу, что приехали, опять же, посмотреть свои силы относительно других. Пошло-поехало, мы заняли 2-е место. Скажу, что не случайно заняли, то есть все заслуженно, все по делу. Даже финал мы проиграли 0-3, но мы стояли под мостом, если так футбольным термином выразиться. Команда играла просто на отбой. Мяч и вперед. То есть, не наша команда, соперник. Команда соперников, да. Соответственно, пошел брак, пенальти и все. Соответственно, тут же пропустили 2-й мяч, и в конце уже, когда побежали вперед, пропустили 3-й. Вот. Обидное поражение. А так, самое главное, дети себя показали, на других посмотрели, при этом еще кандидата в мастера спорта защитили. То есть в 14 лет, я, честно говоря, не знаю, есть такие у нас в 14 лет в Башкирии. Это действительно очень хороший показатель для их возраста, да, действительно. Владимир Юрьевич, недавно еще одни наши ребята, 97-го года рождения, в составе сборной зоны Урал-Западная Сибирь тоже какое-то соревнование выиграли? Буквально неделю назад закончилось последнее в этом году
соревнования среди юношеских команд. Это были турнир сборных регионов. И в составе сборной Урала выступали 3 представителя футбольного клуба Уфа 97-го года рождения. То есть, значит, Агаев, вратарь, Журавлев, нападающий, и Хазиев, защитники. И они стали чемпионами. Причем, я вам скажу, что прогресс настолько большой и впечатляющий, если я вам скажу, что они в прошлом году, вот эта сборная была последней, то есть 10-й, а в этом году стали чемпионами. То есть, какой большой прогресс. И, естественно, они тоже стали кандидатами в мастера спорта по футболу. А что теперь будет вот с этой командой, очень интересно узнать. Командой 97-го года. Значит, лучший, как говорится, тренерский совет, то есть рассмотрит их и будет рекомендовать в команду молодежную. То есть остальные? Остальные. Футбол, не только футбол, но и весь спорт, он так устроен, что сильнейшие идут дальше, а остальные, ну, может быть, здесь пока в чемпионате республики поиграет и так далее. То есть, я еще раз не устаю подчеркивать, что дети в разном возрасте выстреливать могут быть и в этом даже. Как Хазиев. Да. За 2 года последний раскрылся. Человек в основной состав не попадал. Ну, родители, молодцы. Вот, Артем, скажите, вашим футболистам по 14 лет примерно. По сути, это еще дети. Но есть ли у вас ребята, которые уже сформировали какой-то мужской свой стержень, характер, вот, силу какую-то, вот именно уже маленькие мужчины? Ну, такие есть в команде, только можно я фамилию называть не буду. Ну, можно, конечно. Мне просто интересно, насколько в наше время сейчас, в 14 лет, могут они быстро развиваться. Ну, такие, я вам скажу, что команда сама по себе, как там играют личности, и собирались, ну, они все как личность уже самовыражаются, у них есть свое «я», у них есть своя цель, кто-то больше, ну, лучше идет к этой цели, кто-то пока еще так, где-то играет детство. Есть 3 человека, которые уже все конкретно поставили цель и уже идут к ней. Вадим Рифович, к нам приходил Юрий Суренский, главный тренер школы, старший тренер, и он говорил о том, что очень много почерпнули мы из голландского опыта. А вот вы, как руководитель школы, изучаете вообще, как устроено футбольное хозяйство в других странах? Или вот только Голландия для нас пример? Нет, я говорю же, Юрий Александрович перелопатил очень много литературы, то есть большую информацию, и изучал, то есть и голландский опыт, и испанский. И вот тот продукт, который мы в школе выработали, то есть вот эту книгу тренера, мы, может быть, ее покажем, как раз он выбрал оттуда лучшее и соединил вот в этом учебнике, будем говорить так, самое лучшее, и испанское, и голландское. И свое, конечно, тоже видение. А вот ребята из нашей республики, а точнее из Бирска, получили возможность познакомиться с британским футболом. И сейчас предлагаю посмотреть сюжет Розы Хабибуллиной о том, как ребята из Бирского детского дома выиграли престижный российский турнир и поехали на встречу не с кем-нибудь, а с Арсеном Венгером. Этот мяч мы привезли из Англии. На нем росписи футболистов Арсенала. Месут Озил, Алекса Санчес, Дэнни Уэлбек. В руках Евгения Алексеева мечта тысячи миллионов. И не только мальчишек, но и взрослых. А сбылось заветное желание у футболистов из Бирска. Встаем. На свои места. Первое упражнение, давайте. Вот в этом небольшом спортзале местного детского дома и начинался путь в Англию, в гости к лондонскому Арсеналу. Раз в неделю тренируются в физкультурно-оздоровительном комплексе Бирска. На достижение цели ушли годы, потому что всероссийский турнир «Будущее зависит от тебя» штурмовали не раз. И если на республиканском уровне побеждали, то отборочные соревнования Приволжского федерального округа преодолевать не получалось. То 2-е, то 3-е, то 5-е место. В этом году все карты сложились, и футболисты дошли до решающей стадии. Мы дошли до финала, и в финале даже обыграли москвичей, которые уже ездили в гости к лондонскому Арсеналу. То есть так сложилось, боги были за нас, как вы говорите. Вот, и
Может, мы еще раз 10 бы сыграли бы, может, так бы не получилось. Счастливый билет биряне вытянули среди более чем 500 команд из 70 городов России и ближнего зарубежья. Кстати, до финала дошли 2 бирских коллектива разного возраста. Но путевку в Лондон выиграли ребята постарше. Так-то особо не верилось. Но мы долго там на турнирах проигрывали, не могли там в Поволжье попасть, в Самару там или в Пензу. Ну, потом как-то получилось, в Бирске выиграли, у себя. Потом поехали в Самару. В Самаре там тоже повезло, мы по пенальти обыграли. В Сочах тоже не верил. Как бы все матчи были трудные. В финале пропустили первыми, все, мы проиграли. Но потом до конца начали играть и начали забивать, и в итоге выиграли. Первый выезд за рубеж получился фантастическим. Фото и автограф-сессия с главным тренером «Арсенала», матч английской премьер-лиги, достопримечательности Лондона. Теперь в мечтах ребят попасть на игру такого уровня уже не в качестве болельщиков. Ну а сейчас в нашей студии появился еще один герой. Как Вадим Рифович сказал, книга тренера. Вот она в руках. У вас что за книга? О чем там, собственно, сообщается? Расскажите нам. Я, честно говоря, это вот гордость, так моя, и не только моя, всей нашей школы. То есть, помимо спортивной работы, о которой мы сегодня уже говорили, успехи есть, да, дети выигрывают турниры крупные и так далее, становятся чемпионами. Есть еще, у нас проводится еще очень глубокая методическая работа. И вот этот труд на 70 страницах, это вот плод той работы нашего старшего тренера Сиренска, и кто ему помогал, там, Смолин Дмитрий Михайлович тоже. То есть вылился вот в такую вот книгу тренера. То есть философия нашей школы, в центре философии находится игрок, и нужно его обучить. И что единое для школы? Все тренеры занимаются по одной методике. Главное — игрок, а не результат в игре. Тут, вот я говорю, собран весь опыт, лучший опыт детских и юношеских школ Голландии и Испании. Артем, вы уже знакомились с этой книгой? Что об этом думаете? Конечно, мы все вместе, как Вадим Рифович сказал, каждый приложил руку к этой книге. То есть в основном-то Дмитрий Михайлович занимался, помогал с Юрием Александровичем. Но так мы в курсе уже. Они уже работают по ней. То есть это уже у них руководство к действию. То есть настольная книга. Да, то есть у нас сейчас в планах это отпечатать. Даже, как генеральный директор сказал, что, может быть, мы отпечатаем их не только для своих тренеров, а и для тренеров муниципальных школ, чтобы они тоже приняли этот передовой опыт. Вадим Рифович, в нашей школе вот с момента создания часто меняются тренеры. Я так и сказал. Откуда у вас такие сведения? Вот, значит, у нас 15 тренеров на сегодняшний день. Давайте прямо по командам, можно сказать. Да. Команда 98-го года рождения. У нас, значит, смотрите. Тренер менялся. Объясню. Вот, собственно, да. Объясняйте. Значит, у нас один из постулатов – это ротация тренеров. Почему? Значит, вот в муниципальных школах, будем говорить так, тренеры старого образца, они любят такой лозунг, такой постулат, что это мой игрок, это мой воспитанник, да? А мы стремимся к тому, что воспитанник футбольного клуба Уфа. Понятие «первый тренер» никто не отменял, но воспитанник клуба. Это вот первое. Второе. В муниципальных школах, то есть вот тренер взял игрока с 8-летнего возраста и ведет до 17-летнего. Но не у каждого квалификация, далеко не у каждого, позволяет работать и с маленькими, и с большими. Потому что там разные подходы, разные упражнения, разные цели. А у нас все построено на том, что с каждым возрастом занимаются определенные тренеры. Потому что они специализируются на этом возрасте. Они учатся на этом. То есть, вот, мало того, мы еще своих тренеров постоянно совершенствуем в квалификацию. То есть вот сейчас они проходят обучение на категорию «Б». То есть в муниципальных школах этого нет. Понимаете? То есть еще и обучение тренеров идет. В день футбола команда тренеров школы выиграла традиционный праздничный турнир. Артем, вас не было, к сожалению, в этот день. И следующий вопрос таков. А вы сами часто играете в футбол? Ну, часто. Мы сейчас заявились на первенство города тренерским составом. Вот, играем каждую субботу.
У нас была немножко раньше традиция, мы собирались по понедельникам. Вот сейчас немножко из-за графика не получается, но сейчас зато каждую субботу собираемся. То есть мужчины некоторые собираются традиционно в сауне и в банях вместе с другими Мы тоже друзьями своими. Они вообще собираются играть в футбол. Одно другому не мешает. Нет, я вам скажу больше, основополагающим, я вот считаю это, и мне никто в этом не переубедит, то есть тренировка каким должен проводиться образом. Рассказ, показ, тренировка. То есть рассказать может на словах что угодно, да? Ты покажи ребенку, чтобы он это увидел, и потом это тренируй. И вот наши тренеры, вот вы сегодня уже сказали, что выиграли этот традиционный турнир, то есть мне было жалко, что не все дети могли видеть, как их тренеры играют в футбол. Какие мячи забивались. Да. Я знаю, почему выиграли. Почему? Потому что меня не было. В прошлом году мы третье заняли. Если бы вы были, то вы бы не выиграли, да? Все понятно, в Австралии в следующий раз не отправляйся, Нет, Артем. наоборот, он этим хочет подчеркнуть, что, мол, просто меня отправляйте куда-нибудь ежегодно. Мы уже поняли двусмысленность выражений. Вадим Ильич, у школы футбольного клуба УФА все более-менее радужно. Ну, по крайней мере, скоро будет построен новый стадион, где будут необходимые условия. Но в то же время у других школ в республике, в столице, в Уфе, очень большие проблемы. Мало полей в городе, ну, элементарно. Что вот с этой проблемой делать? Не, я согласен, что полей для миллионного города катастрофически мало. Просто можно сказать, что их нет. Потому что даже вот мы сегодня говорим же там про Испанию, Голландию. То есть там на каждом шагу. В каждой школе по несколько полей, по 9 полей. То есть любо-дорого, глаз радуется. Но что делать, понимаете? Тут есть программы, в которых надо просто участвовать. То есть они федеральные программы по строительству манежей или полей. То есть делается заявка. Но эти наши, как говорится, Министерство спорта, наверное, то есть они это лучше знают. Опять же у нас генеральный директор клуба, член исполкома ФИФА, то есть можно ФИФА. Хотя по Фрейду, да? Да. Член исполкома РФС. Кто знает. Да, может быть. Может быть, это можно трибуны использовать. То есть, ну, что-то надо делать, да? Будем оптимистичны. Футбол у нас уже появился, мы в премьер-лиге. И дай бог, что будут появляться постепенно и футбольные поля. А вот главный вопрос, который сейчас волнует всех, вот экономическая ситуация в мире, как повлияет она не только на профессиональный футбол, потому что там, понятно, легионеры, вот эти все вопросы, но это где-то там очень высоко. А на детский футбол это как-то может повлиять? На детский футбол? Ну, дети в основном играют в России. То есть, если ползут цены, как говорится, в рублях, то, естественно, оно повлияет. То есть, даже вот, допустим, экипировку у нас, как говорится, Джома, да? То есть, мы тоже ее покупаем там. Вот уже, да, она может ударить. Соответственно, долларов. Да. То есть, вот уже может ударить. То есть, мячи, да, то есть, это инвентарь. А в целом, действительно, вот хороший вопрос Артем затронул, финансовые. Сколько обойдется родителям содержать обучение футбольной школы своего ребенка? Ну, на сегодняшний день у нас 1000 рублей в месяц, то есть, вот, платят... Ну, плюс экипировка. Ну, экипировка, вот у нас наши дети, которые уже не первый год занимаются в нашем клубе. То есть они купили, значит, сумку футболиста, куда входило где-то 15 предметов, да, в том числе очень теплая куртка, да, как говорится, шапка зимняя. То есть там не просто вот там гетры какие-то или трусы. За 8000 рублей. То есть, получается, они поступают в школу, оплачивают ежемесячную оплату 1000 рублей, ну и плюс за год, я так понимаю, 8000 рублей, вот это первоначальная система. Да. Просто те цифры, которые у нас есть для ледового, для хоккея, это не то что 8, опять это плюс 0. Хоккей с появлением Жанны постоянно всплывает. Да потому что реально, я так понимаю, что сейчас родители в целях экономии будут забирать с хоккея. Для футбола нужна форма, и мяч, и, собственно, газон. Все. Солнце. И тепло. Ну, это понятно, у нас это редкость. Гимнастику не забывайте, это очень дорогой вид спорта. Теннис еще дороже. Это... Поэтому я как раз к чему спросил. Я думаю, что футбол-то как раз, ну, я, по крайней мере, надеюсь, переживет вот эти времена, я думаю, чуть лучше, чем, может быть, другие виды спорта. Большое спасибо, Артем, большое спасибо, Вадим Рейфович, за то, что пришли сегодня в нашу студию. Мы на этом заканчиваем, прощаемся с нашими телезрителями. Но не забывайте, ФК Уфа. Наша команда. Пока-пока.